Кыргызстан, расположенный в сердце Центральной Азии, стремится к устойчивому развитию и сохранению окружающей среды. В связи с этим одной из важных целей кыргызского правительства является достижение углеродной нейтральности. Углеродная нейтральность – это состояние, когда количество выбросов парниковых газов, особенно углекислого газа в атмосферу, равно количеству их удаления или поглощения. Эта цель является важным шагом в борьбе с изменением климата и сохранением нашей планеты для будущих поколений. Кыргызстан, будучи страной с богатыми природными ресурсами и уникальной биологической разнообразностью, осознает необходимость защиты своей природы. Безусловно, это реальная цель. Страна в целом ежегодно выбрасывает около 16 миллионов тонн эквивалента углекислого газа. Из них примерно половина фильтруется за счет естественных наших лесов. То есть около половины остаются в атмосфере. И, безусловно, государство и страна в целом идет в этом направлении на данный момент решительно. Есть комплекс проектов и программ Ташилмурас по посадке лесов для того, чтобы ускорить нейтрализацию карбоновой. Я думаю, что если финансовые вливания, которые будут в перспективе Кыргызстан получать, будут умно использованы по назначению и грамотно быть использованы, то, я думаю, это вполне достижимо. В качестве первого шага в достижении углеродной нейтральности Кыргызстан выбрал повышение энергоэффективности. Страна сейчас работает над снижением потребления энергии во всех секторах экономики и повышением эффективности ее использования. Вторым важным мероприятием является улучшение управления отходами. Правительство Кыргызстана оказывает поддержку в реализации программ по сортировке и переработке отходов, что позволяет уменьшить количество выбросов парниковых газов, связанных с несанкционированной свалкой и сжиганием отходов. Третьим шагом является сохранение лесных ресурсов. Кроме того, правительство Кыргызстана продвигает использование общественного транспорта и развитие электромобильной инфраструктуры для снижения выбросов парниковых газов от автомобилей. В стремлении властей страны к 2050 году добиться углеродной нейтральности Кыргызстану оказывает большую поддержку научное сообщество, в частности, Американский университет Центральной Азии. Причем помощь идет как теоретическая, так и практическая. Здесь в качестве примера можно привести восстановление экопарка Карагачевая роща, которая нейтрализует большую часть парниковых газов, выбрасываемых столицей. Речь идет о Карагачевой роще. Это прекрасное место, такого я не видел на самом деле. Значит, и причем там где-то, я что-то об этом расскажу, это, когда я буду выступать, наверняка 150, может быть 200 обучающихся преподавателей, сотрудников. Это сплоченный коллектив, это сверхважно. И причем один из моих, это наших, не только моих, важнейших принципов – думать глобально, действовать локально. И причем это практические занятия на самом деле. Вот. Это теория. Мы все знаем теорию, но давайте, чтобы мы действительно воплотили в жизнь практику. И это, по-моему, наглядное пособие. Сейчас, когда разрабатывается долгосрочная стратегия по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, крайне важна вовлеченность всех сторон. Поэтому по инициативе АУЦА была организована научно-исследовательская конференция на тему перспективы и возможности достижения углеродной нейтральности Кыргызской Республики. Ее главная цель – обсуждение и предложение рекомендаций, возможных решений актуальных проблем от академических кругов. Мы считаем, что вопрос устойчивого развития наиболее важный вопрос вообще в области образования, науки. Это, естественно, касается общественности. Это сверхважный вопрос не только для Кыргызстана, но и для Центральной Азии в целом. И я считаю, что это вопрос номер один вообще в мире. На прошедшей конференции обсуждалось достижение углеродной нейтральности в таких секторах, как сельское хозяйство, лесное хозяйство, другие виды землепользования, энергетика и продовольственная безопасность. Крайне важно привести к общему знаменателю тех, кто принимает решения, и тех, кто в этом вопросе является профессионалом. Потому что часто случается так, что лица, которые принимают решения, не ученые и могут иметь по этому вопросу немного другое мнение.
Кыргызстан стремится к углеродной нейтральности, интегрируя экологические принципы и практики во все сферы своей деятельности. Это позволит стране заботиться о природе и внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Углеродная нейтральность – это не только стратегическая задача, но и важный шаг в обеспечении устойчивого будущего для Кыргызстана и всего мира. Екатерина Такамбаева, Мухтар Улу-Умурбек, Пирамида.